Здравствуйте, дорогие наши зрители! Апснахабар Асас продолжает свою работу, и сегодня мы хотели бы начать с очень приятной новости. Совсем недавно в небольшом курортном городке под Новороссийском, в Абрау-Дюрсо, прошла неделя моды, в котором принимали участие воспитанники сети модельных агентств Celebrity Model Group, работающих на территории Абхазии. И наши абхазские модели показали очень хорошие результаты. Поэтому наш сегодняшний выпуск мы решили посвятить теме моды, поговорить о том, как абхазские дизайнеры используют традиционно абхазский орнамент в современной одежде, насколько такая одежда пользуется популярностью в Абхазии, а также за ее пределами, и поговорить о том, как развивается модельная индустрия в Абхазии. Для этого мы сегодня пригласили в нашу студию директора сети модельных агентств Celebrity Model Groups в Абхазии Диану Ионову, а также абхазского модельера и дизайнера Мрамзу Марухпа. Диана и Мрамза, здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, несмотря на то, что у вас очень плотный график работы. Нам очень приятно видеть вас в нашей студии. И, Диана, я думаю, мы начнем все-таки с вас, поскольку вы и ваша команда все-таки, можно так сказать, являетесь виновниками нашего сегодняшнего эфира. И нам бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как прошло это мероприятие и как так получилось, что наши абхазские модели принимали участие в этом мероприятии. Здравствуйте, приветствую всех. На самом деле это очень длинная история. Говорить приходится об этом очень часто, так как люди интересуются. Немножко расскажу о нашем модельном агентстве. У нас модельное арт-агентство российское, но работающее на территории Абхазии. И теперь уже разошлась как сеть. В таких городах, как Сухум, Гагра и Гудаута. Планируется еще Очимчира захватить и так далее, другие города. Посмотрим, насколько нам хватит ресурсов во времени, потому что у нас очень частые выезды, наши модели плюс актеры участвуют в разных съемках. Они у нас уже востребованы, чему мы безмерно рады. В наше время мы понимаем, что очень тяжело. В связи с пандемией ситуация тяжелая для всех, но тем не менее мы стараемся поддерживать детей и раскрывать их таланты, даже во время выездов. Celebrity Model Group – это модельное арт-агентство, но хочу подчеркнуть, что это не узкоспециализированный моделинг. Мы занимаемся раскрытием талантов у детей, их выявлением и правильно направляем на работу. То есть у нас и дети-актеры, и репортеры, модели. У нас актерское мастерство преподается лучшими педагогами, и вообще наши все педагоги, они высококвалифицированные, поэтому я думаю, что мы достигаем больших результатов за короткий период времени именно за счет этого. Наша поездка в Абрау-Дюрсо прошла, нескромно выражусь, на высоком уровне, потому что наши дети участвовали не только в модном показе, но и в съемках полнометражного фильма, который подается на Оскар. Мы об этом узнали недавно, чему мы безмерно просто счастливы. И есть дети, которые у нас в ролях со словами. А что за фильм, можете сказать? Да, мы сейчас участвуем в таких фильмах, как «Селебрята», художественный фильм, и «Сказка», художественный фильм, «Сказка про волшебного оленя». В прокат они выйдут ближе к декабрю, и мы очень ждем этого момента. Очень приятно, мы тоже будем ждать. Можно ли сказать о том, что модельная индустрия в Абхазии развивается? На сегодняшний день, спустя 2 года нашей работы, я могу твердо сказать, что да, мы добились того, что мы внедрили. Опять повторюсь, это не узкоспециализированный моделинг, это общая площадка для развития ребенка. Даже психолог работает у нас с детьми, работает с их родителями. И на самом деле
понятие о моделинге в настоящее время, оно уже разнится, оно совершенно другое. Это надо понимать, что в первую очередь это творчество. Мы занимаемся творчеством, у нас творческий подход к телу. А планируется ли проведение недели моды именно в Абхазии, чтобы наша республика хотя бы не на большое время была центром мод? Насколько это возможно? Это возможно. Этим мы сейчас и занимаемся. Летом я хочу провести, наше модельное агентство будет проводить неделю моды в Абхазии. Опять-таки, если нам карантинное состояние в республике позволит это сделать, мы обязательно это сделаем. Естественно, будем соблюдать все рамки предосторожности, насколько это возможно. Но это планируется. И не только. Впереди нас ждут еще более закрытые модные показы, но этнического характера. Потому что у нас помимо этого всего работает еще театр мод, этнотеатр, который несет исторический характер и рассказывает о культуре нашего народа. И мы планируем как раз провести такое мероприятие, если получится на день абхазского флага, мы обязательно это сделаем, потому что мы восстанавливаем костюмы, тоже исторического характера, я их восстанавливаю, абазинские исторические костюмы, и мы будем их презентовать на уровне государства. Планируется такое высокое мероприятие. Пусть подключаются наши дизайнеры. Мы да, будем это было только бы рады. очень здорово. Да, вот следующий вопрос я хотела бы адресовать обоим. На ваш взгляд, насколько эффективен формат недели моды для продвижения не только моделей, но и абхазских дизайнеров и модельеров? Брамза или Диана? Ну, я могу начать, потому что мы объездили очень много стран. Европа — это наш второй дом. У нас первое место по театру моды в Италии, Швеция — второе место. Причем мы представляли абхазский танец, то есть горянка танцевала, и мы взяли второе место. В Париже у нас второе место по конкурсу моделей. То есть я могу точно сказать, что если я буду проводить неделю моды в Абхазии, будут задействованы не только модельеры нашей республики, но они будут приглашены еще извне. То есть это европейцы, это модельеры России. Я думаю, во-первых, это будет мероприятие для перенятия опыта, то есть вам будет о чем поговорить, знакомства новые. То есть это мероприятие уже другого формата. Я уверена, что это большой плюс для нашей республики, для наших детей в частности. Это если говорить о показе моды в Абхазии, Да. А если вот за пределами республики, в том же Абрау-Дюрсо? То же самое. Да. То же самое. Мы поедем, к нам приедут. Это дружба народов. Это опыт, колоссальный опыт, и мы через это должны проходить, раз такое направление мы выбрали. А люди искусства, они все одинаковые. Нам это нравится, да. это одна семья, да. Да, но я могу заметить о том, что мы часто возвращаемся во время послевоенное, и у нас были попытки организовать все то, что вы сегодня, ну как сказать, даете новый импульс и новый свежий воздух, и я благодарна, что такие уже успехи, вот как от лица дизайнера. Большое спасибо, то, что вы делаете. Но вот мы своими силами, у нас был и фестиваль, у нас и модельное агентство было, Астанда имела. Сегодня, насколько я знаю, Лали Сичинава имеет, ну, насколько тоже продвигается, это все есть нюансы, которые, да, так, ну, это не все так легко и просто. Колоссальный вот, труд. да, что можно сказать про дизайнеров? У нас очень много молодых и талантливых дизайнеров, которые тоже так или иначе занимаются абхазским костюмом и не только, и работают с элементами абхазского костюма. У нас есть вузы, у нас есть дом мод, у нас в принципе фэшн-индустрия не в том формате, как должно было бы. Ну, собственно, есть на то причины и не маленькие, то есть... Ресурсами мы располагаем.
ресурсы есть, таланты есть. Единственное, что не хватает, на мой взгляд, это дисциплина и упорядочить, согласовать между дизайнером, байером, между специалистом, производственником, между фэшн, допустим, пиар-агентством, модельным агентством, чтобы журналы были. И это такая сфера, это такая платформа. Нужен хороший руководитель, который возьмется за... И не только в одном руководителе, потому что это совокупности много групп, групп, которые так или иначе помогают и дизайнер в свою очередь имеет помощь от этих лиц, которые продвигают ту или иную продукцию, бренды и так далее. То есть сегодня единицы есть как дизайнеры, но они в своем соку, насколько возможно, своими силами пытаются продвинуть свою линию одежды, но очень много сопутствующих проблем, которые так или иначе, насколько можно, возможно, решается. Что нужно сделать, чтобы все-таки развить фэшн-индустрию? Объединяться. Одним словом, коротко объединяться. И это украшает, я думаю, что не только дизайнеров и моделей, и вообще организации всего мероприятия, но и, то есть, и зрителей, и народ. Это такое мероприятие, которое не только духовно раскрывает талантливого человека, но и человека, который присутствует в этом мероприятии, потому что это один из видов творчества, который так или иначе мы переносим на одежду, это образы, это одни стилисты, ихняя работа какова. То есть тут фотографы, стилисты, тут нету такой единицы, которая бы была бы выше или ниже. Мы все в цепочке, которые друг друга дополняем и создаем хороший продукт. Маленькая ремарка, я немножко добавлю. Я такого мнения, что такие культурные мероприятия, они должны поддерживаться, они должны восприниматься с удовольствием. Во-первых, это популяризация нашего достояния. Мы показываем народный костюм, мы рассказываем нашим детям о том, какие мы есть, какие мы были, какие мы должны быть. Это история, мы не можем ее взять и в одночасье вычеркнуть. Мы должны об этом рассказывать. Необходимо. А рассказывать как раз-таки посредством И эта попытка у нас была, костюмов. у нас с 2010 года. Мы согласованы, у нас и стилисты, и модельные агентства, и наши молодые дизайнеры были в формате площадки молодых дизайнеров. Мы сделали фестиваль Аберфон. Это исторический. Есть, это 2-3 года, настолько, насколько возможно, я попыталась своими силами объединить это все сделать. Но, собственно, сопутствовали многие причины. И таковой поддержки на самом деле не было, но сделано было немало, и многие свои имена сохранили, они открыли свои дома мод, имели свою клиентуру, и в своем соку, то есть они уже запустили свой бренд, свою линию одежды, то есть сделали себе рекламу. Надо было еще немного, вот как вы говорите о том, что это все-таки государственная поддержка, необходимо, если сегодня мы сможем своими силами совместно, если что-то у нас еще раз получится. Получится обязательно. Я только за, я думаю, что не только я как дизайнер, и многие другие, и молодые, и те, которые имеют свои работы и коллекции, я думаю, что главное создать площадку, и главное показать, что мы все живы, и все, что мы в обойме, и то есть нам есть что сказать друг другу и показать. Правда, это правда. Молодые дизайнеры ко мне обращаются, они просили у меня модели для выполнения своих дипломных работ. Естественно, это все я предоставляла без проблем. Это мне интересно, это опыт и для моделей, это поддержка для наших юных дизайнеров. И они прям просятся, они хотят демонстрировать эти коллекции. Как раз мы им дадим такую возможность этим летом. Задача у дизайнеров, если говорить о своей проблеме лично как дизайнера, чтобы сегодня капсульную коллекцию создать, очень много нюансов и проблем по подбору ткани, по
допустим, создание лекал, и таких моментов очень много, когда ты хочешь одно, и самое интересное, когда ты собираешься стилизовать и сохранить абхазский элемент, потому что так или иначе сегодня стилей очень у нас много, и сегодня ни один, я думаю, что дизайнер не сможет переплюнуть всю историю моды и всех дизайнеров. Единственное, что мы можем сделать, это этнокостюмы так или иначе немного осовременить или перенести, чтобы сегодня мы, выходя в этой одежде, могли бы звучать или выглядеть, ну, немного по-абхазски, то есть, чтобы это в чистом виде. Национальный колорит должен Да, сохраняться. да, Всё, то есть я согласна. это необходимо, это украшает, это, я думаю, что откроет многие двери для всех нас. Вот. Ну и проблем много, пытаемся решать, эти коллекции существуют, заказы есть, то есть, но производство самого такового, чтобы человек пришел и получил размерный ряд в том или ином месте, там, шоурум или магазине, там, или как сказать, в интернет-магазине, это сложно сегодня. Все в единичном экземпляре, все это эксклюзивно, но хотелось бы развиваться, хотелось бы создать производство, а там колоссальная работа и, ну, и вложение финансовое тоже. Вот, Имрамза, вы как раз-таки работаете с абхазским костюмом, со стилизацией абхазского костюма. Хотелось бы узнать, кто ваши покупатели и вот на каких площадках вы продаете. Ну, смотрите, кто мои покупатели? Сегодня это пока мои жители в Абхазии. Правда, с России были пару клиентов, которые покупали тоже, но это так единичные случаи, так скажем. Со своими коллекциями я выходила на площадках Москвы, Сочи, Еревана. Ну вот, и, собственно, здесь я попыталась еще раз новую свою коллекцию вывести, но из-за пандемии я немного, решила остаться, не рисковать. Ну и, собственно, есть желание продвинуть, если у нас это все летом организуется, я только с удовольствием, я готова. То есть у меня проблем нет в этом плане. Насколько вообще наши костюмы они популярны в Абхазии? Вы знаете, спрос есть, люди хотят, и люди чувствуют, что это их родное. Это не будет лукавством, что эта одежда украшает, и что они могут похвастаться и очередной раз наличием своей национальности. Вот. Но единственное, наш минус в том, что мы не все можем доступно и по размерному ряду, то есть и по цене, вот, чтобы им вот прийти и сразу приобрести, купить не всегда у нас получается. Приходится заказать, выждать определенное время, и только тогда они получают рубашку, башлык, такие моменты. По цене это дорого получается? В зависимости от комплекции и от группы изделия. Допустим, если он штучную вещь хочет, то это, в принципе, не очень дорого. Но если он хочет комплексно одеться, да, то есть это чтобы весь комплект был, то там иногда дороговато. Это правда еще, дороговато. Наверное, от ткани зависит, какая ткань. Да, это дороговато. Фурнитура очень дорогая, скажу честно, так как я уже год шью эти костюмы, восстанавливаю, но я их восстанавливаю очень кропотливо. То есть это серебряные нагрудники, все изделия из серебра, это ремни, которые делают лучшие ювелиры, они найдены по историческим эскизам, они это все восстанавливают. То есть это такой труд. И мне не терпится дождаться этой презентации. Я с этим не сталкивалась, с дизайнерской работой. Я понимаю какой-то этника труд. больше. Этника. Я намного, мне кажется, вперед ушла. Слишком стилизованно и слишком не всегда читаемо.
Зато это носибельный костюм, Очень мой носибельный. костюм не носибельный. Это У просто... меня очень носибельно, но от того, что это продукт слишком свеж и нов, его не сразу воспринимают. У меня Но больше проходит, музейный экспонат. Поэтому... да, а когда у меня проходит лет 5, там 7, они возвращаются к этим коллекциям и говорят, вот мне из той работы, допустим, вот мы хотим. То есть они не проживают и не прочувствуют, когда это вот после показа или после там демонстрации через телевидение. То есть я не чувствую спроса. Это проходит определенное время, и они возвращаются. Да, у меня слишком, то есть этника в моих вещах читаема, но это слишком, ну как сказать, ну слишком. Это индивидуально, наверное. Ну нужно, да, прочувствовать обязательно. Но это носибо, да, это можно носить. Диана, вот вы рассказываете, что вы занимаетесь шитьем национальных костюмов. Мне Вы пришлось этим заняться. Вы сами лично или вот, могли бы рассказать об этом проекте? Тоже? Да, я с удовольствием могу рассказать об этом проекте. Да, я с детства люблю шить, я любила этим заниматься, но почему-то этот талант я не стала в себе дальше развивать. Меня унесло в другое направление, но то, что заложено, наверное, с детства, оно все-таки пригодилось мне. Я решила для своего театра мод шить, восстановить, так лучше сказать, исконно этнические костюмы. Я хочу их вывозить в Европу, я хочу всему миру показать, кто мы есть, какие мы замечательные, какие мы красивые, какой у нас замечательный на самом деле народ. И нами заинтересованы, скажу больше, к нам приедут европейцы в Абхазию. Сегодня у меня состоялась конференция по этому поводу. Они хотят провести кастинг для наших детей-моделей и могут принять участие не только дети с моего модельного агентства, со всей страны. Мы об этом будем говорить позже, обязательно дам объявление. Большое дело делается, да. Это большое дело на самом деле. Мы даем возможность детям себя проявить. И не только, они еще и будут сами зарабатывать на съемках деньги, на показах. Это замечательно, я считаю. А что касается костюмов, да, я хочу посредством языка костюмов этнических рассказывать о своем народе. Для меня это очень важно. Я прям ударилась в это дело с поддержкой экзеков. Об этом тоже я потом буду отдельно говорить. Я выиграла грант на пошив этих костюмов. И вот практически годы этим занимаюсь. Это очень кропотливая работа. Когда будет презентация, обязательно вас всех приглашу на эту презентацию. Спасибо. Костюмы очень интересные, очень красивые, есть на что посмотреть. Но мне еще нужна поддержка наших замечательных дизайнеров, которые дополнят эти коллекции. Начнем с исторического процесса и закончим более современным костюмом. На много шагов вперед ушла, и потому, это интересно. И потому порой я понимаю, что не принимается сразу, но я понимаю, что я выбрала свое направление, оно имеет место быть, и рано или поздно просто нужно уже двигаться мне как дизайнеру в производственную часть, так скажем. Рамза, я знаю, что вы являетесь создателем осенне-зимней коллекции, спортивной именно коллекции с элементами абхазского костюма. И вот вы говорили, что вы собираетесь выезжать за пределы Абхазии с этой коллекцией. Удалось ли уже Очень это хотелось, сделать? Нет, не удалось. Это вот из раздела. В долгий ящик я, конечно, складывать этот план не буду, я постараюсь его реализовать. Но эта работа была очень сложная, потому что там не только спортивная стилизация, но и стилизация наших вот этнических элементов. И это настолько однородно смотрится и сочетается целиком, не режет глазу и ничто не резонирует. То есть это вот в гармонии получилось и по цвету, и по стилистике, и по тканям. И тут у меня и мужская линия как бы реализовалась, и женская. То есть очень много задач я в одной коллекции сугубо собрала, озадачила себя слишком. 2,5 года, благодаря поддержке моей сестры, она тоже молодой дизайнер, вот мы совместно
попытались это реализовать, и вот на 25-летие Победы, да, я и назвала Яйра, потому что мне было сложно это реализовывать. Это победа. Это, ну, кто, ну, из дизайнеров, кто знает, что такое коллекция, создать ее, это вот равносильно, наверное, рождение ребенка. Потому что это своего рода муки. Я ответственна, потому что так мало-мальски подходить к элементами нашего костюма, наверное, будет, ну вот, не только будут в народе говорить, ну как вы смели там этот элемент так или иначе вот, использовать. Ну вот хотелось бы пока все вот нормально. Использовать правильное слово, поэтому я считаю, что если мы объединим свои силы, да, театр мод, дизайнер со своей коллекцией, мы можем, это уже в тандеме, это работает прекрасно. Мы будем выезжать и рассказывать о себе. Приходя к нам, родители впадают в легкий шок. Как мы до сих пор не знали о вашем существовании? Это возможно ли? И мы говорим, что вы знаете, у нас просто не было времени о себе рассказывать, потому что у нас настолько насыщенная жизнь рабочая, выезд за выездом, съемки, там, один город, второй, третий, особенно до пандемии, это просто разорвись, извиняюсь. Ну вот это вы же свою задачу, ну как бы используете, ну вы эту задачу решаете, правильно же? Но дополнительно вам нужны группы, фото, пресса, которые отдельно на вас работают. Естественно. И также на каждого дизайнера у нас мы создаем не только там рабочую группу по пошиву коллекции или там по пошиву для людей, для клиентов, но нам еще нужно много таких команд, чтобы вот вам чтобы вы не спрашивали, а есть у нас индустрия моды в Абхазии. То есть мы должны в совокупности вот мы должны освещать, вы это делать. Да. Когда у нас эта группа, эта команда соберется, тут большая работа и колоссальная работа от каждого. Ну, и не впустую. Мы ее будем показывать. Она есть, но мы не всегда можем и умеем это показать. Это популяризация называется. Вы нам нужны. Нам нужна такая команда. Мы только за. Главное, чтобы у вас это получилось. Диана Имрамза, спасибо вам огромное за интересную беседу, за то, что вы пришли к нам в студию. Я уверена, что у нас совместными усилиями все это получится. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. У нас очень много работы по этому поводу. А вы ждите новостей. Спасибо. Будем стараться. А я хочу напомнить нашим зрителям подписаться на канал Апсны Хабар, потому что Апсны Хабар обсуждает только самое значимое. Абзирас.